Рада вас приветствовать, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами будем рассчитывать данные в СПСС статистике 17.0. Что мы с вами будем делать? Это сравнивать показатели экспериментальной и контрольной групп при первом обследовании по критерию Манна-Уитни. Для того, чтобы рассчитать данные по критерию Манна-Уитни, нам следует выдвинуть гипотезу. Итак, у нас с вами две гипотезы. Гипотеза H0 и гипотеза H1. Гипотеза H0 будет звучать так, что нет различий между экспериментальной и контрольной группой по уровню индекса качества жизни до начала эксперимента. И гипотеза H1 будет звучать так, что различия между экспериментальной и контрольной группой по уровню индекса качества жизни существуют. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезы, нам необходимо обработать результаты. Для этого мы должны в СПСС статистику ввести данные, которые предварительно внесли в Google таблицу для удобства. Итак, в первый столбец вносятся показатели по индексу качества жизни первой и второй группы до начала эксперимента. Данные наши уже для удобства собраны друг под другом. Нам осталось их только скопировать и вставить. Появились. Во второй столбец мы копируем и вставляем номер группы. У нас их две. Первая – это контрольная, и вторая – это экспериментальная. То есть первые 15 испытуемых – это у нас с вами контрольная группа, и вторые 15 испытуемых – это экспериментальная группа. Теперь мы должны задать переменные. В первом столбце мы записывали с вами индекс качества жизни. То есть результаты первого обследования по индексу качества жизни. Метку мы обычно или дублируем индекс качества жизни, или пишем более подробно словами индекс качества жизни. Затем в шкале мы должны посмотреть. У нас должна стоять или количественная, или порядковая шкала. Ну, мы оставим в данном случае количественную. Второй столбец – это у нас были группы. В метках дублируем группы. В группах мы должны задать значение. Нажать на серенький квадратик, у нас появляется дополнительное окно. Сюда мы вводим номер и название группы. Первая – это контрольная, добавить. И вторая – это экспериментальная. Тоже добавить. Обратите внимание, что здесь мы должны в шкале указать, что она у нас номинальная. И перейти обратно к нашим данным. Итак, видим, что у нас появилось название ИКЖ и группы. Теперь мы должны наши данные проанализировать. Для этого мы нажимаем с вами на анализ, выбираем непараметрические критерии для двух независимых выборок. Наши две выборки независимые, то есть две группы, контрольные и экспериментальные. В список проверяемых переменных вносим индекс качества жизни и список группирующей переменные группы. Здесь мы должны опять задать номера нашей группы 1 и 2. Нажать «Продолжить». Обратите внимание, что галочка перед критерием Манна-Уитни обязательно должна стоять. Нажимаем «Ок».
происходит обработка. Наши данные обработались. Правила принятия решений такие. Если наш критерий значимости альфа меньше или равен 0,5, значит гипотезу H0 мы должны отклонить. Если уровень значимости альфа больше 0,5, то мы должны гипотезу H0 принять. Напоминаю, что гипотеза H0 звучала, что нет различий между экспериментальной и контрольной группой. Мы должны обратить внимание на данную строчку. Видим, что наш критерий альфа равен 0,4, что значительно больше, чем 0,5. Соответственно, гипотезу H0 мы принимаем. Что нет различий между экспериментальной и контрольной группой по индексу качества жизни на констатирующем этапе эксперимента. Спасибо за внимание. Встретимся на следующем занятии.